Главные события уходящей пятницы, 28 февраля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Экологи оперативно выехали на предположительное место прорыва нефтепровода в Мирнинском районе. Ведомство держит ситуацию на особом контроле. Симптомы кишечной инфекции выявили у 70 человек в Центре медреабилитации в Якутске. Среди заболевших 21 ребенок. Военную комендатуру открыли в регионе. Впервые в Якутии сформировано новое военное подразделение. Важный шаг для улучшения жилищных условий якутян. В столице региона дали новую жизнь домостроительному комбинату. Стартовал чемпионат и первенство Дальнего Востока в дисциплине лоу-кик. Соревнования собрали более сотни участников. Продолжаются восстановительные работы на месте прорыва нефтепровода в Мирнинском районе. По данным Минэкологии, в данное время инспекторы экологического надзора работают над выяснением места происшествия вместе с сотрудниками полиции. Дополнительная информация о причинах происшествия и его последствиях будет опубликована после завершения выездного обследования. Симптомы кишечной инфекции выявили у 70 человек, в том числе у 21 ребенка, в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутске. Как сообщили в региональном Минздраве, в настоящее время проводится осмотр больных врачами-инфекционистами и уточнение диагноза. Необходимая медпомощь оказывается в полном объеме. В свою очередь, региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установить источник инфекции и условия, которые поспособствовали заражению. К другим темам. Свою работу сегодня возобновил некогда легендарный домостроительный комбинат. Были времена, когда завод обеспечивал всю строительную отрасль региона. Были и годы простоя и даже полного закрытия производства. Тему продолжит моя коллега Марферина Алексеева. 3, 2, 1, пуск! В здании демонтировали старые конструкции и оборудование, освободили площадь, установили новые современные аппараты. Теперь завод будет выпускать панели и конструкции для социальных объектов, многоэтажных и частных жилых зданий. Пока планируется производить до 35 тысяч квадратных метров жилья в год. В 2023 году я дал задание отработать механизмы возврата предприятия в государственную собственность, и Республиканское ипотечное агентство, которое находится в собственности республики, провело работу по выкупу. И сегодня здание не просто выкуплено, но построена уже новая линия, которая позволяет уже выпускать достаточно широкий спектр строительной уже необходимой продукции, начиная от свай, заканчивая плитами. Мы уже планируем, что в следующем году начнется второй этап реконструкции, который позволит более чем в 3 раза увеличить выпуск продукции здесь, свыше 100 тысяч квадратных метров. Задача завода – снижение стоимости квадратного метра на жилье в республике до 15%. За счет сокращения работы на стройплощадке, проще говоря, автоматизации процессов. Доставка бетона уже на пролет осуществляется автоматически. Раньше это все там на мешалке замешали, потом тележку в одну тележку, в другую тележку, это крановые использовались. Сейчас все автоматически. Уменьшится количество сотрудников, необходимых в процессе. За счет этого и идет удешевление. Сейчас заключается договор на 6 демокомплектов. Это главный офис РИА заказывает нам на изготовление 6 демокомплектов, которые будут строиться на Звездном секторе С. Домостроительный комбинат был построен в 1988 году. На пике производительности выпускал почти 100 тысяч квадратных метров жилья. В 90-х завод был приватизирован, а в конце 22-го перестал работать. Около 130 сотрудников предприятия были уволены. Сегодня же 90% работников уже модернизированного завода состоят из прежнего состава сотрудников. Я отработал на заводе довольно-таки долгое время, около 35 лет. Раньше цех вообще там кипел, завод тоже кипел, очень много народу было. И со временем это все как-то пришло там, к нашему большому сожалению, в унылое состояние. И тем более заказы у нас закончились, грубо говоря. И сейчас очень большие ожидания в том плане, что новый завод, будем работать по-новому, естественно, на новом оборудовании.
В первую очередь продукция ДСК пойдет на строительство домов в столичных микрорайонах «Звездный» и «Спортивный», самых крупных стройплощадках республики. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Новое воинское подразделение сформировали на территории Якутии. Впервые в истории региона к службе приступят военные и полицейские комендатуры столичного гарнизона. Именно они будут обеспечивать правопорядок и воинскую дисциплину на территории региона. Подробности в материале Саргланы Неустроевой. С большой силой приходит большая ответственность, гласит древняя пословица. Именно такой принцип закладывается в формирование личного состава военной полиции. Требования к таким бойцам намного выше, чем к обычным военнослужащим. Баир Бастуев, руководитель личного состава военной комендатуры Якутска, службе посвятил 25 лет. Он признается, быть военным его призвание, другого выбора профессии у мужчины не могло и быть. В первую очередь это принципиальностью, ответственностью к своему делу. Ну и как пример он должен быть дисциплинированным. Вот такими качествами должен обладать сотрудник военной полиции. В задачи комендатуры, помимо прочего, входит и обеспечение безопасности бойцов специальной военной операции, адресная помощь каждому в защите их прав. Работать они могут и по части патриотического воспитания молодежи, в частности, проводить уроки мужества для школьников и участвовать в торжественных и памятных мероприятиях города. У нас есть классы, за которыми закреплены военнослужащие военной полиции и закреплены за нами. Мы приходим в эти классы, это и движения юноармейские у нас, и они к нам приходят, показываем наши особенности, особенности службы военной полиции. Пока в Якутии такого нет, но мы будем стремиться принимать исчерпывающие меры, организовывать взаимодействие по вот этим вопросам с правительствами, с органами местного управления в отдаленных районах, чтобы такие классы появились. Все специалисты якутской комендатуры прошли спецкурс переподготовки на базе учебного центра военной полиции во Владикавказе, где большое внимание уделяется не только развитию физических данных бойцов, но и изучению права. Даются основы, правовые основы применения специальных средств, ну, опять же, физической силы и так далее. Заниматься ограничением конституционных прав человека в плане его задержания, доставления. И ни в коем при определенных обстоятельствах применения физической силы требует определенной психологической подготовки, физической подготовленности, ну и других морально-деловых качеств, которые военно-полицейский должен быть на высоком уровне. К своим обязанностям военная комендатура Якутска приступит уже 1 марта. Тогда же личный состав начнет патрулирование в местах скопления людей, где возможно нахождение военнослужащих. Кроме того, они будут обеспечивать охрану объектов вооруженных сил, а также в пределах компетенции противодействовать преступности в области обороны. Сахалина Михайлова, Георгий Григорьев, Якутск. Погружение в мир IT-технологий со школьной скамьи в Якутске проходит финал регионального этапа всероссийского конкурса «Моя профессия IT». Как прошел заключительный этап масштабного цифрового конкурса для школьников и студентов, расскажет Вероника Таюрская. Более 210 финалистов со всей республики оспаривают звание сильнейших в IT-сфере. Но только 15 человек станут победителями финала регионального этапа всероссийского конкурса. В прошлом году нам удалось этот конкурс ввести в состав перечневых олимпиад и конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации. Это дает возможность нашим школьникам при поступлении иметь преференции, да, это дополнительные баллы, что очень радует. На открытии финала регионального этапа глава Якутии дал напутственные слова участникам. Борясь, в то же время сотрудничая со своими коллегами, вы вырабатываете в себе замечательные качества, которые вам обязательно пригодятся в жизни. В течение 3 дней участники соревнуются в 2 группах и по разным направлениям. Так школьники соревнуются по направлениям патриотика, разработка игр и специальному направлению от спонсора финала. Мы решили создать игру, которая связана с историей, которая будет помогать детям узнавать разные исторические факты. И также будет прохождение разных уровней. Задания, представленные на конкурсе, разработаны спонсорами финала, а умения и знания участников оценивают приглашенные жюри, среди которых федеральные эксперты. Мы приехали втроем, в том числе будем выступать экспертами, в том числе будем перенимать опыт проведения подобного рода мероприятий, потому что на базе президентской платформы также на регулярной основе проходят различного рода IT-мероприятия.
Конкурс «Моя профессия IT» берет свое начало в 2016 году. В 2023 году он перешел на новый уровень, приобретя статус федерального. Конкурс направлен на развитие регионов, региональных сообществ, поэтому то есть мы ежегодно меняем локацию, и в других регионах будет проходить именно конкурс «Моя профессия IT». Конкурс «Моя профессия IT» не только развивает цифровые навыки у школьников и студентов, но и поддерживает талантливых молодых людей, давая им возможность выбрать IT-профессию. Я считаю, что это максимально полезные конкурсы конкретно для профессионального развития, да, и развития в целом. Конечно же, в части разработки тоже очень много навыков, потому что в сжатые сроки нужно было выучить максимально большое количество технологий. В этом году финалы региональных этапов прошли в Калининградской, Архангельской, Воронежской, Владимировской, Нижегородской, Кемеровской областях, Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Мордовия, Башкортостан, Якутия и в Хабаровском крае. Финал всероссийского этапа пройдет в Нижнем Новгороде в конце марта. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск. Сегодня состоялся традиционный публичный отчет председателя Федерации профсоюзов Якутии Николая Дегтярева за минувший год. Отчет собрал профсоюзный актив республики. Это более 130 человек из различных первичных профсоюзных организаций. Темой обсуждения стали актуальные вопросы трудящихся, такие как социальное партнерство, повышение заработной платы и поддержка участников спецоперации. В отчетном году Федерация профсоюзов защитила права более 165 тысяч членов, а число новых участников составило около 10 тысяч. Федерация объединяет профсоюзы из всех отраслей. Да? Ежегодно мы принимаем участие в публичном отчете, обязательно заслушиваем отчет, вносим свои предложения. Зачем это нужно? Во-первых, для того, чтобы мы постоянно были на связи с членами профсоюза, да? И постоянно знали, какие проблемы у них существуют, какие предложения есть по улучшению деятельности профсоюзов. Да? Поэтому такие мероприятия очень важны, и мы обязательно, конечно же, участвуем. Месячник патриотического воспитания в колледже цифровых технологий Айтын, новый медицинский автотранспорт для сел Ой и Улаханан и зимний маршрутный учет на территории нацпарка Ленские столбы. В этом выпуске расскажем о текущих событиях в Хангаласском районе. Месячник патриотического воспитания в колледже цифровых технологий Айтын, новый медицинский автотранспорт для сел Ой и Улаханан и зимний маршрутный учет на территории нацпарка Ленские столбы. В этом выпуске мы расскажем о текущих событиях в Хангаласском улусе. В городе Покровске в стенах колледжа цифровых технологий Айтын завершается месячник патриотического воспитания. Данный месячник проходит во всех образовательных учреждениях республики и приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Каждое учебное заведение разрабатывает собственную программу мероприятий. В колледже Айтын акцент решили сделать на расширение патриотического кругозора студентов. Так, в течение февраля проводились беседы о важном и кураторские часы, посвященные Дню защитника Отечества. Каждая лекция сопровождалась викториной. Был конкурс званий. Ребята, оказывается, очень хорошо знают званий, сколько звездочек должно быть в погонах. Также провели конкурс по Дням воинской славы. Но ребята тут уже ответили как 50 на 50. Оказывается, они не знают день освобождения Ленинграда, ну и такие даты. Также в более доступном для молодежи формате была организована квиз-игра «Дорогами войны», где студенты не только отвечали на тестовые вопросы, но и выполняли задания, такие как расшифровка текста с помощью азбуки Морзе, одного из основных способов передачи информации во время Великой Отечественной войны. Кроме того, студенты приняли участие в создании блиндажных свечей для нужд участников спецоперации. В рамках месячника патриотического воспитания студенты колледжа также посетили своего подопечного, одного из немногих оставшихся в живых ветеранов тыла в Хангаласском улусе Алексея Галушка, которому в этом году исполняется 94 года. Мероприятия патриотического характера будут продолжаться в колледже на протяжении всего года, укрепляя связь между поколениями и воспитывая в молодежи чувство гордости за свою страну.
Автопарк Хангаласской центральной районной больницы пополнился 2 новыми автомобилями. Специализированные машины марки УАЗ, предназначенные для перевозки пациентов и медицинского персонала, были переданы врачебным амбулаториям сел Улаханан и Ой. В селе Ой, где проживает более 2500 человек, новый медицинский автотранспорт ждали около 8 лет. Ранее местным медикам приходилось ездить на вызовы на частной машине, так как старый рабочий автомобиль давно уже не был исправен. Теперь новая машина, полученная в рамках нацпроекта здравоохранения, улучшит доступность медицинских услуг для населения, ускорит оказание помощи и облегчит работу медицинского персонала. До появления новой машины мы договаривались с частником, чтобы он нам арендовал машину, поэтому у нас были такие трудности именно в плане перевозок пациентов. Мы вызывали из Покровска других водителей скорой помощи. А сейчас, благодаря программе, у нас появилась возможность самим курировать пациентов. Если экстренных, то будем сами везти в Покровск. По следам диких зверей в национальном парке Ленские столбы проходит ежегодный зимний маршрутный учет. Госинспекторам парка поставлена задача пройти 360 километров маршрутов и по пути фиксировать свежие следы лесных обитателей, зверей и птиц. Зимний маршрутный учет – это своего рода перепись лесного населения, проводимая для получения информации о состоянии популяции млекопитающих и птиц. Перед началом зимнего маршрутного учета научные сотрудники парка проводят обучение для госинспекторов, чтобы обновить их знания. Только после этого стартуют полевые работы, при этом каждому госинспектору назначается индивидуальный маршрут. Роман Широких работает госинспектором уже 4 года и на протяжении этого времени постоянно проводит зимний маршрутный учет местности Устье-Ботомы на территории парка. Вместе со своим напарником, госинспектором Леонидом Шиловым, они выезжают на Буране по своему маршруту. Внезапная остановка, на снегу виднеются свежие следы. Мы заметили следы 2 зубрей. По следам видно, что они взрослые. Вдвоем, 2 особи, да, ушли в ту сторону, восток. В этой местности растет мох. Следы, вчера вечером, примерно так. Как только госинспекторы завершат полевые работы, полученные данные направляются в отдел науки парка для анализа. В прошлом году по результатам зимнего маршрутного учета на территории парка было отмечено увеличение численности благородного оленя и зюбря, зайца-беляка и волка. Итоги нынешнего учета будут известны в конце марта. Настоящему патриоту не важны никакие ограничения. Военно-патриотическая игра «Мамонт» для детей с ограниченными возможностями здоровья объединила учащихся коррекционных школ республики, чтобы помочь им проявить свои силы, навыки и, что не менее важно, прочувствовать поддержку друг друга. Тему продолжит Марго Разгильдиева. Игра «Мамонт» проводится для учащихся коррекционных школ по инициативе Республиканской коррекционной школы-интернат вот уже 3-й год. Сейчас дети с ОВЗ соревнуются с другими спецшколами республики на равных условиях. Но ранее, несмотря на ограничения по здоровью, ребята достойно участвовали в республиканской игре «Снежных барс», сражаясь за победу с нормотипичными детьми целых 6 раз. Сама игра у нас проводится 3-й раз, и она объединяет в себе коррекционные школы нашей республики. В этом году у нас, например, 7 команд. У нас сейчас в зале находятся ученики из речевой школы, из школы для неслышащих обучающихся и, конечно, наши ученики. А дистанционно у нас подключена школа из Сунтарского района и Алекминского. Участников соревнований ожидали непростые состязания. Ребятам предстояло пройти 7 этапов, включающих в себя строевой смотр, тактический рубеж, проверить свои знания в тестировании на тему Великой Отечественной войны, совершить неполный сбор и разбор автомата, снарядить магазин и испытать себя в пулевой стрельбе. Все этапы соревнований оценивались по правилам, учитывающим особенности здоровья детей. За выполнением заданий тщательно следили опытные судьи. Я бы сказал, что приятно удивлен, да. Вот дети все делают очень хорошо. Ага. Мне очень понравилась, да, вот готовность детей. Все равно учитывается, да, кое-какая деталь, но в основном, да, как оценивается, как и все.
Сами дети проявляют большой интерес к проведению подобных мероприятий. Школьники с 7 по 12 класс готовятся к соревнованиям в течение всего года, посещая занятия военно-патриотического клуба «Мамонт» в Республиканской коррекционной школе-интернат. Отлично, супер, я понравилось. Я в этом году заканчиваю, поэтому я хотела участвовать. Вот последний день. Я уверена, что мы первое место занят. Военно-патриотическая игра «Мамонт» стала для учащихся коррекционной школы республики не просто состязанием, но и возможностью почувствовать себя частью команды, развить свои навыки и уверенность. Такие соревнования, несомненно, помогают преодолевать барьеры и открывать новые горизонты для детей с особыми потребностями. Марго Разгильдеева, Нюргун Старостин, Якутск. Военно-спортивная игра «Зорница 2.0» проходит в Нерюнгринском районе в этом году. Уникальный проект в Южной Якутии проходит во второй раз. Он был возрожден в новом, интересном для детей и молодежи формате с учетом новых требований. Все подробности у наших коллег. Флагманский проект «Движение первых июн армии» в 2025 году проходит под девизом «Одна страна, одна игра». В год 80-летия Великой Победы эта игра объединила очень много участников, и только в Нерюнгринском районе их более 1900 человек. Дети начальных классов, среднего звена, старшего звена, с кем вместе именно будут соревноваться и несовершеннолетние студенты. А также в этом году введено новшество и выделена специальная категория для возраста 18-21 год. И эти ребята будут уже непосредственно участвовать напрямую на региональном этапе среди студентов Республики Саха-Якутия. Завершает финальный отборочный этап игры «Зорница 2.0» Южно-Якутский технологический колледж. И сегодня здесь за звание лучших борются 5 команд. В нашей команде 5 человек. Мы с ними познакомились еще 2 сентября, когда стали первокурсниками. Все мальчики и девочки очень хорошо сложно между собой, как сказать, синергируют. Мы сразу поймали нужную атмосферу и начали тренироваться примерно месяц назад. Пока что самое легкое это была теория, потому что мы ее учили, мы ее пытались как-то запоминать что-то. А самое тяжелое было это первая полоса препятствий, потому что там довольно тяжелые грузы, еще таскать все надо и быстро бегать. Я очень давно хожу, наверное, с 8 класса, и я сама хотела участвовать. Военно-патриотический клуб «Вымпел». Благодаря тому, что я хожу, меня заставляли учить погоны, и теперь я идеально сдала погоны, автоматы разбирать умею и много приобретенных знаний по теории. Игра включает в себя различные станции, что позволяет участникам продемонстрировать свои навыки и знания в разных сферах. У нас 5 станций, и ребята выполняли задания по военизированной эстафете, по общевойсковой грамотности, тактической медицине и общефизической подготовке. В целом ребята здесь проявили смекалку, ловкость, сноровку. Отдельно мы готовили ребят к этому мероприятию за 3 недели, потому что ребята сюда приходили, нужно было отрабатывать определенные практические навыки. И для них вот те испытания, которые здесь, они, конечно, сегодня показали свой лучший результат. А впереди муниципальный этап «Зорницы 2.0». Мероприятие состоится в марте для школьников, студентов и рабочей молодежи. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В столице республики стартовал чемпионат и первенство Дальнего Востока в дисциплине лоу-кик. Турнир посвящен памяти Александра Иванова, якутского спортсмена, первого чемпиона мира по кикбоксингу из Советского Союза. Соревнования собрали 114 участников из Хабаровского, Приморского, Амурского и Сахалинской области, а также Якутии и Бурятии. Тему продолжит Эржена Гармаева. В первый день турнира в схватках схлестнулись юные кикбоксеры. Тренер Зарикто Занданов привез только одного спортсмена – Зато Какова, лидера юниорской сборной Бурятии Алексея Каца. Зарикто Ишеевич уверен, что у его воспитанника все впереди. Успехи пока скромные. Победитель первенства ДФО прошлого года, самый его успех. Участник первенства России в Каспийске тоже прошлого года. Всероссийский турнир недавно в Красноярске проходил, он его выиграл. На данный момент бурное развитие идет, то есть у нас сейчас прибавляются тренера новые, и ребята, которые до этого тренировались, они уже делают неплохие успехи.
Юниорскую команду Приморского края представляют 9 юношей и 3 девушки. Ведет сборную Даниил Шадрин, многократный победитель первенства Дальнего Востока и финалист первенства России. Я вообще кудо занимался. Потом тренер предложил по кикбоксингу выступить и стрельнуло, и все, и до сих пор стреляет. Надо пахать. То есть это все вот труд, постоянные пропадания в зале, там контролировать, себя надо серьезно контролировать. В команде Приморья есть и те, для кого участие в турнире в Якутске – первый опыт соревнований на уровне Дальнего Востока. С большими ожиданиями приехал Максим Макеев, месяц назад ставший золотым призером на первенстве в своем регионе. Победы жду. 2 месяца вообще каждый день занимался. Конкуренты хорошие, но я сильнее. На победу настроена и команда Камчатского края. Чтобы отобраться на главный юниорский старт первенства России по кикбоксингу, спортсмены преодолели долгую 19-часовую дорогу в Якутию и, конечно, упорно тренировались. Начали с первых числа января, после новогодних праздников, специальные методические циклы, мешочки, спарринги, отработки. Настроены, заряжены, побеждать, все. Конкуренция есть, но мы тоже не из библиотеки вышли, поэтому будем побеждать, выигрывать и отбираться на Казань, на Россию в этом году в Казани. Все хотим там побывать. А победители и призеры среди взрослых спортсменов получат путевки на чемпионат России по кикбоксингу, который состоится в ноябре текущего года. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.